Друзья, всем привет! Загрузили нашу лодочку, новую лодочку от вездехода 11. В общем, в автомобильный обычный прицеп. Погрузили вот как-то вот так вот, закрепили, чтобы вперед не шла. Вот вперед она не пойдет. Все стянули, чтобы не прыгала. Четенько так. И немного она висит сзади, получается. 4 метра 30 сантиметров, 4300 лодочка. Загрузили мотор. Все отвезем, потому что все это пригодится. Джесси просится, но она еще не знает, куда она просится. Рано еще, пока мы еще только заезжаем. Когда вот все построим, поставим палатку, сделаем все. Ну, когда все будет четко, когда будет уже половодье и сделаем уже конкретные шалаши. 4,5 практически уже взрослая девочка, так что будет у нас в этом году утятница. Посмотрим, что из нее получится. Все, выезжаем вечером, пока доедем, пока выгрузимся, пока довезем, пока это дело все отметим. Ночью приедем. В общем, поехали. Че балаболить? Нас предстоит, ожидает долгая дорога, перегрузка. Это загрузить надо будет сани, отвезти это все на рога. Ну, в общем, как получится, все заснимем, все покажем. Погнали. Туман тоже нас провожает, да, Туман? Скажи привет, привет зрителям канала Коми Рыбак. Че молчишь? Молодец, так и надо молчать. Молодчина. Снег, как мы видим, еще не весь растаял в этом году. Лучше бы он молчал. Все. Скоро веснуха, скоро будем жить в палатке. Все будет. Погнали. Поехали, Александр. Поехали. Короче, сейчас уже. Как-то вот так, друзья, загрузились. Хотели отвезти сначала просто лодку. Но потом в итоге и мотор, и палатку, и руль, и печку, и загрузили, в общем, все в лодку, частью в кофр. Пробовали на длинной веревке, не получается. Хотели на сани загрузить, не получилось, короче. Думали, вот едем как на корыте, получается. На длинном гуляет туда-сюда, тоже не получилось. Сейчас вот на коротком поводке где-то метр, наверное. Постелили кофрики, чтобы сильно не билось. И так, то я его тяну, то он меня толкает. В принципе, как-то вот так и едем. Сейчас посмотрим. Наверное, да? Не, потому что она убегает по сторонам. А сейчас более-менее ровненько идет, да? Да. Ну, уходит там на полметра в сторону, это фигня. Метр, да, это как раз позволяет нормально. Потихоньку так и доедем, не спеша. Да. А куда деваться? В принципе, вот у вездехода 11 с этого же ПНД материала делают сани. Но там сани жесткая сцепка, надо просто им предложить к этим лодкам сделать как бы съемные, да, вот это, чтобы перетаскивать на снегоходах эти лодки. Не нужна, снял, заклепки какие-то поставил, чтобы вода не заходила. Надо, поставил дышло и все, и никаких проблем бы. Перевози, вот тебе корыто готовые. Можно даже пользоваться, летом плавать, зимой водить. Ладно, потихоньку поедем, давайте, друзья. Посмотрим, там уже все включим. Покажем, куда приедем. Подтолкнул. Ну что, вот и приехали. Навигация открыта, хорошая моя. Сначала 500 с лишним на прицепе ехала.
потом как сани используют. Но считайте уже с мотором, с бензином. Просто еще не на воде. О! Как санки те же, что? Завтра будет светло, посмотрим. Стерлось, не стерлось. В принципе, что оно стерется, да? ПНД не должно ничего. Ну, проверим все равно. Немного краска здесь постерлась, потому что вниз головой везли. На улице заморозок. Все у нас лужи замерзли. Так что все это пока оставляем здесь. И съездим, наверное, в избушку, да, Сань? Перекусим что-нибудь. Чайковского попьем. Ну здравствуй, избушечка, еще раз. Я же сказал, что прощаемся ненадолго. Прошла неделька, мы опять здесь. Тук-тук, кто в теремочке живет? Мышка наружка. Мышка наружка. О, дрова на растопку есть. Ничего убирать не будем, потому что буквально пару часов. Все на месте. Печка на месте, палатка на месте. Сейчас растопим избу, согреемся и... Сделали очень большое дело. Хотел лодку оставить с осени. Серега говорит, да зачем, приедем по открытой воде. А вот как получилось, то что вода-то... И не знаю, когда мы еще приедем на лодке-то, получается. Но лодку уже мы привезли. Завтра спустим ее на воду. И уже все будет хорошо. Так. Скоро уже будет весновка. Если не завтра, то послезавтра поставим палатку. Блин, не видел, да, там снег еще лежит. Немножко как бы. Я снег-то убрал, не совсем. Что быстро растает? Ладно, разберемся. Приготовим, поставим палаточку. И пойдет у нас жизнь дня на весновке. Завтра посмотрим, что у нас по воде, сколько открылось, сколько нет, как обстановочка. Сейчас по темноте ничего не видно. Ну, часика через 2, наверное, уже будет светать, так что сегодня у нас сна не будет, ложиться не будем. Сейчас перекусим, согреемся, собираем вещи необходимые. Ну, выпьем, наверное, за самое прекрасное время года, за весну. Выпьем за весновку. Дай бог, чтобы она прошла так, как надо. Да. Дай бог всем. Где-то уже Что? охотятся. С апреля уже где-то охотятся. С марта, наверное, даже. В Астрахани уже, наверное. Во всю Ивановскую. Ваше здоровье. Шашлик-машлик. Давай, говорю, я больше мангал разводить не буду. Очень вкусно получается, очень мягко, как она делается. Почему-то я мясо жарю, оно у меня ну не такое получается. А еще говорят, мужики вкуснее готовят, чем женщины. Ага. Может быть, кто-то у кого-то. Но... Мягкая, да? Угу. Очень вкусно. Почему бы и нет? Ну, испытание номер 1 у нас уже прошла лодка. Ну, посмотрим завтра. Перевернем и посмотрим, что как стерлось, не стерлось. Поцарапалась, скорее всего, не стерлась, а поцарапалась. А что? Одна? Одна? Навряд ли. ПНД сани же не царапаются. Ну, не знаю, посмотрим.
Если честно сказать, не знаю. Ну, знаю одно, что скидка 5000 на лодку, на вездеходы 5000 по промокоду Комирыбак. А на всю мелочевку, вот весь товар остальной, 5% на стоимость. Видать, лодку вездеходы 5% это большая сумма получается. Конечно. Они сделали фиксированную сумму 5000. Ну, я так думаю, 5000 это тоже деньги. Мелочь, а приятно, как мелочь. Это еще и какая не мелочь. Для меня это уже сейчас не мелочь, блин. Ну, если бы я не купил, сейчас бы я точно уже ничего не купил. По крайней мере, я уже на летнее время не на постоянку, но временно устроился на работу. На какой пока говорить не буду, но буду теряться. Иногда из поля зрения так надо. Денежку тоже надо зарабатывать. Не только. Нет, я бы работал, конечно, я бы трудился, работал и ютубом бы зарабатывал. Тем более немножко уже накормить начал, а теперь обрубили кормежку. Будем как-то зарабатывать по-другому. Воровать точно не пойдем. Не пойдем. Все. Сразу не выпитая вторая, это загубленная первая, как мне написал один товарищ. Угу. Да, это. И баюшки. Самое тяжелое начнется. Мы обычно на весновке в это время спим. Даже 2 часа все равно спим. Ну, не в день заезда. Это Это когда все устаканится, конечно, там поспим, проснулись, поехали. Утром пришли, видишь, если бы чисто только охота была, с рыбалкой это же надо еще и рыбу же чистить, и все такое. Там работа дофига. Мы спали вот обычно, когда вот я на озере там был, с 6 до 9 спали. Вот. Пока приходишь туда-сюда, покушал, вещи сделал, допустим, с 6 до 9 сон, потом в 10 часу, допустим, просыпаешься, до обеда делаешь все дела, обедаешь, и после обеда уже идешь опять, там сетки тряханешь, сделаешь там что-то, дрова, не дрова. Часов 6 я уже выходил опять. С 6, грубо говоря, часов 12 я сидел в шалаше. Потом от озера отошел, не то чтобы там неинтересно, а в этом году может быть и будет там весело, потому что весна поздняя, и когда весна поздняя, на болоте всегда утка хорошо идет. Но уже лет не знаю сколько, 10, наверное, была ранняя весна, и утки нет. То есть утка все тает, утка прилетает, болото растает, а воды нет. Было такое, что утке садиться некуда. Вот она где-то широконоска, где-то черок, где-то там кряква крякает уже, чуть ли на яйца не садится. Потом охоту открывают, и уже нет толком. Там где-то самец селезень, то есть кряковый подлетит 1-2 там в день. Бывает вообще пусто. И потом вот ждешь, потом это все, снег растает, ручьи растекаются, и очень сильно насилуешь технику, она просто едет по земле, не то, и а пешком далеко выносить. В общем, пока так, пока посмотрим. Тут хоть благодаря технике можно меньше физических затрат получается, все, не пешком же выносить и все такое. Рыбы можно поймать не. Ладно, будет день, будет пища, все это посмотрим. Все впереди, все это мы увидим. Пока давайте на пасашок. И нам уже надо будет собираться. Скоро, наверное, будет уже светать.
Увидимся. Я не знаю, как будет что-то, не будет. Ну, посмотрим. Смотрим. Если что будет показать, обязательно покажем. Ну, нет, так тоже покажем, что нет. Так что сделано. Лодка на месте весновки. Протащили около 10 километров, нагруженную полностью. В лодке ехала и мотор, и бензин, и тяжелый Санька ехал, и все имущество, но приблизительно, я так думаю, около 200 килограмм, как минимум. Потому что патроны, пила, там все, 200 килограмм как минимум ехало в лодке. И вон, что мы видим. Ну вот, никаких царапин нет на пластике. Ехали по жесткому насту. Кое-где была земля. В общем, ничегошеньки не пострадало. Вот тут вот небольшой ударчик где-то был. Но это капельки. Так что, если оно по насту не пострадало, по земле не пострадало, так что по воде она, думаю, тем более не пострадает. Все. Теперь все завезли. Остается только завести патроны, продовольствие. И можно начинать весновку. Так что продолжение этого ролика будет на открытии охоты. Скоро все увидим. Как-то так. Ну а пока дело сделали. Вот. Теплеет на глазах. Наста уже нет. Вон, уже проваливается все. Надо быстренько делать ноги. Можно сказать, Бог дал нам возможность привести это все более-менее легким путем. Да? Да. Как-то вот так. Поехали. До встречи на весновке. До встречи на весновке. Это будет скоро. Погнали. Вот это все здесь растает. Здесь будет очень и очень круто. Все.